Обида – одна из самых разрушительных эмоций, которая способна исковеркать жизнь и здоровье, поэтому нужно учиться прощать во имя себя и своего драгоценного здоровья. Как это сделать? Перестать концентрироваться на обиде. Концентрирование внимания на прошлом – бессмысленная трата времени, ведь прошлое нельзя изменить. Найди занятие, которое увлечет тебя и не даст дурным мыслям терзать твой ум. Подумай, к чему лежит душа. Может быть, это танцы, вокал или конный спорт? Вариантов масса. Улыбайся. Утром подойди к зеркалу и улыбнись. Чистишь зубы – улыбнись. Здороваешься с соседом – улыбайся. Улыбайся бездомной собаке, небу, цветку на подоконнику, кондуктору в транспорте. Ты не заметишь, как испарится обида на предателя, на мир, на вселенскую несправедливость. Используй техники прощения. Техники прощения освобождают тело от блоков, созданных негативной энергией обиды, благодаря чему очищается сознание. Введи в Google запрос «техника прощения» и выбери тот вариант, который совпадает с твоими ощущениями. Применяй техники до тех пор, пока не почувствуешь полного освобождения от обиды. Займись спортом. Спорт активизирует процессы в организме, стимулирует выработку эндорфина, гормона радости. Посмотри адрес ближайшего спортклуба и купи себе абонемент. Не культивируй обиду. Перестань обсуждать, какой твой бывший или начальник или коллега плохой. Постоянно поднимая эту тему в разговорах, ты культивируешь обиду в душе. Излить душу лучше всего психологу, который поможет правильно расставить акценты. Не вини во всем его, просто признай, случившимся виноваты оба, но пришло время отпустить и вину, и обиду. Прости себя. Учись прощать не только окружающих, но и себя. Прости себя за то, что ты так долго не отпускала обиду и портила этим себе жизнь. Учись прощать и живи полной жизнью.